Майже рік без батька та годувальника. Родина Владлена Абдулкадирова зі Строгановки, що в Сімферопольському районі багато місяців змушена виживати без чоловічої підтримки. Життя родини тепер можна розділити на до і після затримання голови родини 27 березня минулого року. Такая реальность, что на крымских татар, мусульман пытаются навешать ярлык террористов. Да, как это было в 1944-м, когда крымских татар обвинили в предательстве, сегодня пытаются навешать ярлык так называемого терроризма. Да? И 27 марта этого года к нам в дом пришли с обыском. В 6 часов утра постучали в дверь и проводили обыск. 3 часа проходил обыск с рядом правонарушений. Позвонить адвокату не дали возможности, так как телефоны забрали сразу и отключили, не дали позвонить вообще никому. Понятых они привели с собой. В доме одновременно находились в разных комнатах. То есть вместе с ними я не могла находиться и наблюдать за тем, что они, как они производят обыск. Самого задержания моего супруга дети не видели, так как его на момент обыска дома не было. Вот. Не сразу они понимали, что происходит, что такое папу задержали. Да, после того, как я им объяснила, что папу забрали, задержали, и он в тюрьме, наверное, до конца они не понимали, что значит в тюрьме, потому что уже на второй день они стали спрашивать у меня, когда папа вернется домой. Наш папака очень хороший и любил с нами играть по вечерам, когда приезжал. А когда у него был выходной, мы все вместе ходили на улицу и игрались. А зимой мы вместе катались на санках и играли в снежки. Бабака вечером приходила, мы все вместе смотрели фильмы. Сейчас, конечно, тяжело сам факт, что его нет рядом, потому что очень, даже те какие-то малейшие обязанности, да, которые выполнял муж, все сейчас возложилось на наши плечи, и мы с детьми сегодня пытаемся со всем этим справляться, но, альхамдулиллах, мы с этим справляемся, потому что мы не одни, и у нас есть поддержка, народ. Когда Аллах дает испытания для человека, и Он дает силы. И вот наша сила как раз-таки вот в этой сплоченности, в нашем единстве, потому что с того первого дня задержания мы не остались ни один день, не остались одни. И каждый раз благодарит джамаат о том, что приходят на суды, о том, что не оставляют его семью, о том, что делают ему передачи, да, в СИЗО, которые делаются передачи. Это делается, опять же, посредством народа. Я тебя очень люблю, скучаю и жду. Нагадаю, Владлена Абдулкадирова ФСБівці затримали в окупованому Криму 27 березня минулого року. Тоді окупанти влаштували масові облави на кримських татар, обшукували їхні будинки, особливо не церемонилися, нишпорили скрізь, в домівках перевернули все до грудригом, вилучили техніку. Тоді загратували 24 особи. Всім інкримінують участь в терористичній організації. Затриманим загрожує від 15 до 25 років позбавлення волі.